Впервые познакомились мы в апреле 2010 года при встрече с Халидой Кипчаковой. Была организована встреча с приглашенными. Мы с Наташей как бы помогали как организаторы. Мы просто потрясли ее работы. С первой же встречи с Халидой Кипчаковой мы поняли, что мы обе желаем с опаской, но мы желаем этому научиться. Для меня это совершенно новое, совершенно необычное, но очень хотелось ее освоить. Красота, необычность, даже сложность вышивки и та привлекла. Ну, сначала как бы был испуг, недоверие. Получилось, почему получилось, а потом восторг от того, что да, все можно преодолеть, всему можно научиться. Почему-то я думала, что у меня не получится, поэтому вот это меня немного тормозило первый месяц. Вот, а на второй месяц уже не отставала от своих подруг. Делала охотно, только потому, что была постоянно на наших занятиях наш учитель Халида Кипчакова, готовая постоянно помочь, подсказать, самой сесть, прошить, показать и проверить, как ты это делаешь. Группа была сначала большая, по-моему, даже более 10 человек. Но через какое-то время нас осталось 3, и мы преодолели все сложности. Присвоена квалификация мастеров. То есть мы можем иметь своих учеников, обучать. Я не принимаю заказы, я люблю дарить. И причем люди принимают подарки с огромным удовольствием. И у них эти работы на самом видном месте дома. Мои сыновья в восторге, внучки в восторге от моих работ. Все имеют подарки от меня. Вот. Младшая внучка даже пытается заняться этой техникой. Я его думала сначала года 3, как его правильно сделать. Потом года 3 вышивалась, а потом сборка. Отдыхаешь и уходишь от своих проблем, успокаиваешься. Очень успокаивает работа. Ты сосредотачиваешься на своих инструментах, на своем полотне, и многие проблемы уходят в сторону. Крымско-татарская вышивка развивалась веками и будет всегда. К этому стремятся мастера, и мы к этому стремимся, чтобы можно было и после нас что-то подарить. И поэтому вышиваем не только для себя, но бывает так, что делаем подарки музеям.